эфире информационно-аналитическая программа «Новое время». В студии я, Игуль Мукей, сурдопереводчик Женслу Ерланхзе. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Глава государства посетил производственные и социальные объекты Астаны. Непогода на юге страны не отпускает. В Жамбылской области объявлена ЧС местного масштаба. С большим успехом прошел концерт национальной казахской музыки в США. И теперь все подробности. Для развития Астаны необходимы дополнительные производственные мощности. Сегодня об этом сказал глава государства в ходе знакомства с крупными индустриальными объектами столицы. А показали Касым-Жомарту Токаеву проекты, реализовать которые удалось за счет частных инвестиций. Все они расположены в специальной индустриальной зоне. Бахтияр Даркеев расскажет подробнее. Столичные предприятия стали больше производить продукции, причем основная доля приходится на малый и средний бизнес. За первое полугодие они выпустили товаров на 4,7 триллионов тенге. Прирост почти 5% от прошлого года. Неплохие достижения и в плане привлечения инвестиций. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы подсчитали, что на каждый бюджетный тенге, затраченный на создание инфраструктуры индустриального парка, уже вложено порядка 9 тенге частных инвестиций. Исходя из этого, можно констатировать, что индустриальный парк номер 1 города Астаны в целом состоялся. В специальной индустриальной зоне сейчас на стадии реализации находится 100 проектов, общая сумма которых превышает 320 миллиардов тенге. А если брать во внимание уже действующие предприятия, то Астана в лидерах по производству продукции на территории индустриального парка. За все время работы здесь выпущено товаров на 6,7 триллионов тенге. Население Астаны растет. В ближайшие годы может достигнуть 1,5–2 миллионов человек. Поэтому мы должны обеспечить работой жителей и молодежь. С предприятиями и продукцией, которая выпускается в столичном индустриальном парке, сегодня познакомили президента страны. Среди представленного – одежда для военных, лакокрасочные изделия, оборудование для тепла и водоснабжения, средства индивидуальной защиты, а также изделия из пластмассы и резины. Вот эти мешки, например, шьют в едином консолидирующем центре. Их используют в агропромышленном комплексе. Создают здесь также и умные устройства. Эта бирка своего рода электронный паспорт животного. Устройство помогает его владельцу не только идентифицировать скот, но и отслеживать его состояние здоровья. То есть специальное устройство считывает всю информацию из бирки. Потом на специальном экране выводятся данные о породе, дате последней вакцинации, а также другие операции, проводимые с животным. Предприятию по силам также шить пакеты для секретных документов, банков, госорганов, говорит руководство центра, поэтому в планах построить завод. Стоимость проекта 8 миллиардов тенге. Не забывают предприятия о подготовке кадров для своего же предприятия. Мы активно работаем с аграрным университетом. На сегодняшний день у нас студенты проходят практику, у них дуальное обучение. Они, по возможности, мы их устраиваем на работу, обучаем, предоставляем рабочее место. Поэтому 90% сырья мы покупаем в Казахстане. Продукцию с маркой «Сделано в Казахстане» также можно приобрести и на этом заводе. Здесь выпускают облицовочные и кровельные изделия. А вот уникальность этого комплекса в том, что оно производит медицинское оборудование и офисную мебель. Обе эти организации трудятся исключительно на внутренний рынок. Их появление на отечественном рынке решает одну из непростых задач – импортозамещения. Причем качество товаров нисколько не уступает иностранным образцам. Глава государства в беседе с рабочими отметил важность появления таких предприятий. Очень важное производство. Я думаю, что нужно нашей стране. Нам нужно заменять импорт основных материалов отечественной продукции. Нуждаются в них и в сфере строительства. За счет частного инвестора в Казахстане появился, например, вот такой завод модульных конструкций. Внедряя новые технологии, руководству предприятия удалось решить проблемы со сроками сдачи в столице жилья. Трудятся здесь 360 рабочих, преимущественно молодежь до 30 лет. Глава государства в беседе с ними пожелал всем успеха в работе. Бахтияр Даркеев, Турали Кудайбергенов, Жибек Жолы. И сегодня же глава государства посетил школу-гимназию номер 96 социально-гуманитарного направления. Она примечательна своими целями и тем, что построили ее на деньги, взысканные с коррупционеров. Так вот, о целях и планах. Сейчас здесь обучается почти 1500 детей. Касым-Жомарт Токаев побеседовал с педагогическим коллективом. Ему рассказали, что в школе изучают несколько иностранных языков – английский, французский, а также китайский. А процесс обучения составлен с учетом требования инклюзивного образования. Есть кабинеты психологической поддержки, лечебной физкультуры, ну а сама школа славится своим кабинетом робототехники. И даже есть цирковой и балетный кружки. Касым
Касым-Жомарт Токаев поздравил коллектив школы с Днем независимости и подчеркнул важность повышения статуса педагога. Мы будем поддерживать, в конце концов, не всем же быть юристами, дипломатами, полицейскими и так далее. Это очень перспективное направление, и я поддерживаю вас. Будущее за робототехникой, за высокими технологиями, за искусственным интеллектом. Главе государства также представили школу Harmony STEAM School, где дети обучаются по технологии STEAM – наука, технологии, инжиниринг, арт и математика с акцентом на точные науки. По завершению школы этой выпускники уже будут обладать инженерной профессией. Еще один социальный объект, который не остался без внимания президента. Это открывшаяся в Астане поликлиника на 30 тысяч пациентов. Здесь оказывается широкий спектр услуг от первичной медпомощи до комплексной диагностики и консультаций узких специалистов. Но столица пока испытывает нехватку медучреждений, поэтому в ближайшие 5 лет акимат намерен построить 3 такие государственные поликлиники, а еще 12 возведут за счет частных инвестиций. Затем глава государства посетил Центр настольного тенниса в Астане. Он полностью соответствует требованиям Международной федерации настольного тенниса и может стать местом проведения республиканских и международных турниров, а также базой для подготовки национальной сборной страны. Такие же центры должны появиться в каждом регионе. Такое поручение сегодня дал президент республики. Это даст возможность как можно больше казахстанцев привлечь к спорту. В этом году независимости Казахстана исполняется 32 года. По меркам истории срок небольшой, но событий пережили мы немало. Особенно насыщенными были последние 4 года. Словосочетание «Новый Казахстан» давно у всех на слуху. А действительно ли Казахстан стал новым? Какие итоги уже можно подвести? Об этом моя коллега Евгения Бодрова поговорила с депутатом Мажилиса парламента Айдосом Сарымом. Давайте подведем небольшие итоги перед Днем независимости. Скажите, пожалуйста, вот мы все время говорим старый Казахстан, новый Казахстан. Давайте вот по новому Казахстану, что в итоге удалось сделать? Какие задачи удалось выполнить и какие задачи еще стоят перед страной? Очень хороший вопрос, на самом деле. Ну, если так копать глубоко, наверное, мы сейчас не только в связи с тем, что у нас произошел политический транзит, но в целом прошли, наверное, какой-то этап детства, взросления, и мы сейчас вступаем в реально взрослую жизнь, когда мы честно задаем себе взрослые вопросы и пытаемся на них искать ответы. Вот сейчас время формирования новой политической элиты, новой, вообще в целом элиты страны, которая уже живет в новых условиях, которая отягощена сильно усложнившейся геополитикой, сильно усложнившимся вообще в целом внутренними проблемами, которые мы долгие годы не решали. И я думаю, что сейчас вот это вот те вопросы, которые сегодня ставятся, очень остро ставятся, они в итоге, наверное, должны давать уже другое качество. И государственной элиты, и в целом общества. Мы потихоньку выходим из вот этого детства нашего, да, когда мы находились в плену каких-то иллюзий, когда мы считали, что мы очень крутые там, и так далее. Очень часто в соцсетях такое обсуждение, что старый Казахстан, что новый, никакой разницы нет. А вы можете назвать разницу, вот в чем конкретное отличие? Ну, вы можете, допустим, очень четко очертить переход от 17-летия к 18-летию, допустим, или от 29-летия к 30-летию. На самом деле это очень сложная норма и сложный вопрос. Почему? Потому что речь же не идет не только о том, что вот поменялся президент, поменялось правительство. Мы говорим о том, чтобы формировать новое качество нашей нации, чтобы мы были более ответственными, чтобы мы не просто перекладывали на кого-то ответственность и все время через социальные сети спрашивали, да, где Досаев, где другой Аким, где премьер-министр и так далее. Нет, где мы все? Что мы все что-то сделали, да, в этой жизни, чтобы изменить эту ситуацию? Вот, наверное, вот речь про это должно идти. И как бы пафосно это ни звучало, но вот призыв Кеннеди, да, не спрашивая о том, что сделало государство для тебя, а что ты сделал для этого государства, для этого общества, для этой нации, наверное, должен быть первенствующим, главенствующим.
Но это, получается, нужно менять менталитет всех казахстанцев. Как вы считаете, когда мы сможем действительно прийти к тому, чтобы каждый стал отвечать за себя, не говорить, что вот почему мне государство там не дало пособие или еще что-то, почему мне Нет, я государство думаю, что-то что не сделало? самые большие, наверное, изменения, которые происходят в последние годы, это то, что мы переходим вообще на новую модель государственного управления. Вот мы сейчас избираем уже почти всех акимов, да, вот сейчас новый закон будет, мы уже перейдем к тому, что мы будем выбирать акимов сел, районов, городов. Это 98 или 99% акимов будут избираться народом. Все депутаты так или иначе избираются народом. Появляются новые механизмы контроля, общественного участия. Когда мы во всем этом будем участвовать, это будет другое качество. Не просто так, что вот у нас, я вот повторяюсь, у нас самая большая проблема, которая есть в стране, это недостаток конкуренции и недостаток компетенции. Вот я это всегда говорю, потому что чем ниже идем, да, вот по лестнице госуправления, тем меньше конкуренции. А между тем жизнь усложняется. Вот у нас сегодня депутаты очень хороший вопрос подняли, да, грантов, допустим, на какую-то инженерную позицию, да, допустим, в стране выделяется 200 или там 500, а, допустим, на, скажем, учителя физкультуры на 500 мест выдвигается там 5000 человек. При этом на вот эти инженерные должности пошло всего 14 или 15 человек. Ну, понятно же, как бы здесь очень много, да, вот качество образования, это качество человеческого капитала и так далее, но мы должны сами теперь выбирать. Ну, наверное, физкультурникам быть хорошо, всегда на свежем воздухе, общаешься с детьми, там, получаешь энергетику какую-то, но если мы хотим что-то делать, мы должны сами не только там спрашивать, но и к себе задавать какие-то неудобные вопросы. Скажите, а если сравнить законы, которые работают сейчас и которые работали лет 5-6 назад, какие из этих законов, которые приняты уже сегодня, ну, вы не могли себе представить еще тогда, что они вот будут, что они будут работать? Ну, допустим, вывод капиталов или возврат капиталов, да, и так далее. Это новые. Общественный контроль, петиции, которые сейчас запускаются. Это все новые, совершенно новые законы. Вот сейчас будет заходить местное самоуправление со всем блоком проблем, включая межбюджетные отношения. Эти законы, в 1999 году, когда и ранее эти многие вопросы проговаривались, об этом даже мечтать не могли. Сейчас вопрос их имплементировать, ввести в нашу жизнь, принять все необходимые сопутствующие документы и начать по этому жить. И причем, понимая, что это не сразу будет установлено, а скорее всего мы сделаем одну или две ошибки, ну, при выборе акима, при реализации тех или иных норм, но тем не менее этот этап взросления тоже, да, вот каждый ребенок в детстве там болеет корью, ветрянкой и прочими вещами, если он не получает вовремя там вакцины и прочее. Я думаю, что мы очень сильную вакцину уже получили, мы много чему научились, 30 лет монополии, январские события, другие события. Я думаю, они все вместе, наверное, способствовали тому, что мы будем взрослеть. Мы вынуждены взрослеть. Да, конечно, колыбель – это очень приятное место, но всю жизнь находиться в колыбели или там в детской кроватке или на любимом диване находиться невозможно. Спасибо вам большое за интервью, спасибо, что нашли время к нам прийти. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Новое время» на канале «Жибек Жолы». Мы продолжаем. В Жамбылской области объявлена ЧС природного характера. Несколько дней назад здесь бушевал сильный ветер, достигавший 45 метров в секунду. Ситуацию усугубили мороз и непрекращающийся буран. За 2 дня непогоды в области было спасено более 5000 человек. 3 доставили в Кордайскую районную центральную больницу. Их состояние оценивается как стабильное. Как сейчас обстоят дела в регионе, расскажут мои коллеги. Сегодня на помощь приехали специалисты не только из Алматинской области, но и соседнего Кыргызстана. Специальный штаб областного акимата работает круглосуточно. На дорогах установлены дополнительные пункты обогрева. Сюда доставляют всех, кого удалось спасти из заснеженных трасс.
Мы приехали вчера вечером. Они дали еду и бутылку воды. Однако есть и те, кто проигнорировал предупреждения и обошел блокпосты. Это, в свою очередь, ставит под угрозу жизнь не только самих граждан, но и безопасность команды спасателей. Отмечу, сегодня удалось эвакуировать более 100 человек и около 50 автомобилей. К слову, на трассах Жамбылской области у горных перевалов скопились несколько сотен машин. Мы продолжаем работу. На данный момент мобилизовали более 170 человек и 76 единиц специальной техники. На блокпостах размещены наряды полиции. Экстренную помощь также оказала МЧС. В настоящее время в Кордае и Шу дополнительно организовано 9 тепловых пунктов на 825 мест. Спасательные работы продолжаются. Пункты горячего питания и обогрева переполнены. Синоптики прогнозируют, что морозы еще сохранятся. В ближайшие дни сила ветра утихнет, но это будет 30 метров в секунду. По прогнозу Казгидромета в ближайшие дни ожидаются порывы ветра до 30 метров в секунду. Мы обращаемся к жителям с просьбой следить за информационным оповещением о закрытии дорог и соблюдать меры безопасности. Власти продолжают держать ситуацию под особым контролем. Трассы пока еще закрыты. Айбол Караш, Айман Каймульдина, Жамбылская область, Жибек Жола. А в Кентау работает специальная группа, которая выясняет ситуацию на местной ТЭЦ. Напомню, из-за сильного ветра и мороза в городе произошел сбой подачи электричества и природного газа, из-за чего вышли из строя 4 котла теплостанции. И хотя авария была оперативно устранена, местная ТЭЦ до сих пор не вышла на требуемый температурный режим. В квартирах кентаусцев стало прохладнее. Сегодня глава региона посетил ТЭЦ и были выработаны меры по решению сложившейся ситуации. Сейчас отопительная система на ТЭЦ работает в штатном режиме. Да, температура из-за этой ситуации в домах низкая. В домах пока холодно. Все работы проводим, мы уже поднимаем температуру постепенно. Все контролируем. Видео пожарного в обледенелой форме, который много часов на морозе тушил пожар и пытался снять пояс, стало вирусным. Оно разошлось по всему миру и набрало более 14 миллионов просмотров в социальных сетях. Но вот пользователи не знают имени этого героя, а моему коллеге Тамерлану Тлеубаеву удалось с ним встретиться. Не думал огнеборец, что очередной выезд на пожар сделает его и коллег настоящими звездами соцсетей. Кстати, зовут героя Арман Айкынбеков. Он спасатель пожарной части номер 34 Акмолинской области. Родился в Карагандинской, а сейчас живет в селе Кабанбай-Батыра Целиноградского района. События того дня Арман помнит отчетливо. 13 декабря в 4 часа утра были на вызове. Вызволяли человека из машины после ДТП. И в это время новый звонок из диспетчерской. Горит двухэтажное здание в городе Коша. Через час уже приехали на место ЧП. Мороз был 40 с лишним. Тушили очаг возгорания более 5 часов. От брызг воды у всех пожарных форма покрылась корками льда. Но, как говорит сам Арман, этого не заметили. Изнутри всем было жарко, работы много, пожар сложный. Была только одна мысль – побыстрее его потушить. Подъехали к посту, и в этот момент мы даже не ожидали то, что боевая одежда там промерзла. В этом месте мне помогал командир отделения снять боевую одежду. Там на видео, как видно. И в этот момент нас всегда подбадривает наш водитель. А это водитель и он же автор завирусившегося ролика Серик Буршахбай. Его задача – безопасно доставить личный состав, обеспечить подачу огнетушащих веществ и морально поддерживать коллег. По словам Серика, писали видео для себя, на внимание и не рассчитывали. К слову, видеофиксация у пожарных – обычное дело. И вот почему. Пересмотр этих видео, бывает иногда мы выявляем свои недостатки на следующие моменты, когда работаем на следующих выездах, работаем еще сложнее, уже идет гибкая работа, и с каждым разом мы показываем свой профессионализм, повышаем свой навыки. Камеры заледенели, температура экстремально низкая, почти 40 градусов. В ход пошел сотовый телефон. Кстати, позитива огнеборцам не занимать. Работаем с 5 утра, горячего чая нету.
я лично сам, когда после пожаров особенно, люблю как бы их подбодрить, там, ребята как-то там что-то устали, да, смотрю, и так далее, или там что-то выглядишь как робокоп, там, или как сейчас ты обледенел, как терминатор, там, бронированный стал. Когда происходит огласка, получается, и показывают работу ребят, это, конечно, приятно. И действительно, когда вот подчеркивают то, что они рискуют жизнями. Пользователи сетей оценили по достоинству труд спасателей и пишут им слова благодарности в комментариях, называя парней настоящими героями. Но сами пожарные таковыми себя не считают. Это наша работа, отвечают они, девиз которой «Живем одну жизнь, а спасти надо тысячи». Тамерлан Тлеубаев, Алихан Сатылган, Жибек Жола. Кстати, совсем скоро могут в интернете завируситься видео с казахстанским космонавтом. Да-да, 4-го казахстанского космонавта планируют отправить на Международную космическую станцию. Сегодня об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Он также добавил, что в Казахстане есть 3 института, занимающихся изучением космоса. Они-то и разрабатывают те самые научные программы для полета. Одну из них выберет комиссия. Он должен пройти тест на обследование здоровья и так далее, и так далее. Это должен состоять в отряде космонавтов или как-то по-другому, да. И поэтому мы эту работу сейчас планомерно начинаем. Мы обратились к российской стороне, чтобы наиболее возможные мягкие условия, именно связанные с бюджетом, они предоставили в связи с тем, что как бы есть партнерские взаимоотношения. Поэтому, вы знаете, что у нас до этого летали 3 космонавта, и мы хотим продолжить те космические исследования, которые ими проводились. И еще одна информация от министра Мусина. Министерство цифрового развития не успевает до конца года подключить к высокоскоростному интернету Илона Маска 2000 школ. Все потому, что, по словам Мусина, оборудование еще находится в пути из Америки. По мере его доставки в Казахстан оно должно пройти таможенную очистку и сертификацию. Поэтому сроки сдвигаются до конца марта следующего года. К слову, 10 казахстанских школ уже подключены к Starlink в пилотном режиме. Месячное обслуживание одной точки составит $200 за использование этой сети. Казахстанцы теперь будут знать, не утекли ли их персональные данные в сеть. В таких случаях будут приходить сообщения от единого контакт-центра 1414. Они же будут отображаться в приложении ЕГОВ Мобайл. Об этом также сегодня сообщил министр цифрового развития Багдат Мусин. Он озвучил ряд мер, предусмотренных в законе об информационной безопасности, принятом на днях. К примеру, заработал сервис контроля доступа к персональным данным. Мобильные приложения дополнили кнопкой отказа или согласия на обработку личной информации. Раньше оно оформлялось на бумаге, сейчас же процесс упрощен и оцифрован. Также хотел предупредить, что со следующего года поэтапно этот сервис будет вводиться во всех ЦОНах. Если человек пришел в ЦОН, ему будет отправлена смс-ка от 1414. Не продиктовав эту смс-ку, человек не сможет получить на себя государственную услугу в ЦОНе. То есть мы его данные хотим обезопасить, потому что к нам приходят жалобы, что операторы ЦОН неправомерно владеют информацией, могут посмотреть информацию и так далее. В столице Соединенных Штатов Америки состоялся вечер казахской национальной музыки. В преддверии Дня независимости Казахстана наши артисты дали концерт, который вызвал большой восторг у искушенной публики. Азиза Закумбаева следила за этим событием и сейчас расскажет о нем. Отечественная группа «Туран» в этом году выступает на сцене Соединенных Штатов Америки уже во 2-й раз. Уникальные композиции этногруппы привели публику в восторг. Пришедшие посмотреть концерт были готовы подпевать, слушая музыку Великой Степи. Наурыз – так зовут одного из зрителей, которого особенно вдохновила группа «Туран». Выросший в американской семье, он счастлив от того, что соприкоснулся с музыкой своих предков.
Я и раньше посещал культурные казахские мероприятия и до сих пор старался. Но это событие меня привело в восторг. Я вдохновился. Что хорошо, в Вашингтоне посольство Казахстана всегда проводит такие вечера. Стараемся не пропускать такие мероприятия. Это и для моего сына Наурыза помогает держать связь с его этнической культурой. Аудитория Лиснера, где состоялся концерт, внесена в список исторических мест США и является популярным местом для искушенной публики. Наряду с группой «Туран» на этой сцене также выступали оперные мастера Айгерим Алтынбек, Расул Жармагамбетов и пианистка Дина Мирманова. Я впервые знакомлюсь с культурным наследием Казахстана и его музыкой. Могу сказать, что казахская культура с глубоким смыслом и богатым содержанием. Ваши искусные музыканты покорили меня. В будущем буду чаще посещать ваши мероприятия. Этот концерт стал первым из серии мероприятий, запланированных посольством Казахстана ко Дню независимости. Азиза Закумбаева, Жубек Жола. Ну что ж, пусть звучит и вдохновляет казахская музыка и у нас в стране, и во всем мире. Наша редакция от всей души поздравляет вас с Днем независимости, с 32-летием независимости Республики Казахстан. Мы желаем вам только процветания и благополучия. Я передаю слово коллегам в студии Айгуль Абельгали, Айгуль Кеш Шарах.